Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Скорые перемены в жизни, что совсем скоро, уже завтра начнет меняться и происходить в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Здесь какой-то туман рассеивается, расходятся тучи, небо проясняется. Но тучи — это беды, это неприятности, это сплошное тотальное невезение, это темные дни, пасмурные дни, когда и вы себя плохо чувствуете, и мир как-то враждебно против вас настроен. Обычно тучи в жизни у человека появляются как насланные, да, вот как кто-то вам это пожелал, либо кто-то вам это устроил, либо как серьезные испытания в жизни, которые проходит человек. Тучи начинают расходиться, небо начинает проясняться. Вот когда выйдет солнце, тогда и жизнь ваша счастливой станет, тогда и проблемы ваши иссякнут, и вы себя лучше будете чувствовать. Тучи уже расходятся. А туман — это больше про обман. Вы долго в тумане находились, как будто бы много обмана в вашей жизни было. Обман повсеместно. Вам смотрели в глаза и вам врали. От вас очень многое скрывали, от вас очень многое прятали. Но тут, понимаете, то ли время вам пришло правду узнать, поэтому туман рассеивается, то ли вы что-то делали, чтобы рассеять этот туман. Возможно, у вас есть ощущение, чувствительность, да? Вы понимали, что что-то не так происходит, не то. Вот на человека смотришь, вроде правду говорит, а вы вот почему-то не верите. Внутри вот это чувство нарастало, недоверие. И чувство тревоги еще могло быть. Вот когда вы с кем-то общаетесь, встречаетесь, о чем-то думаете, да? Чувство тревоги. Мне идет, что у вас есть чувствительность, что у вас вот прям хорошая интуиция, и вы ощущали это, да, постоянная жизнь в тревоге и постоянное недоверие к тем, кто вокруг вас. Да, это и был этот туман. Обман, много обмана. Прям повсеместно мне идет обман. Многое скрыто было от вас. Но туман рассеивается. И, кстати, туман гораздо быстрее рассеется, чем тучи разойдутся. Вы правду узнаете. И о ком, и о чем, и что пряталось, и что скрывалось, и кто в глаза врал. Это все вскроется. Вплоть до того, что люди, которые врали, сами будут признаваться. Сами будут говорить, что вот бес попутал, да, либо еще там какая-то другая причина. Люди будут признаваться. И будут случаи, когда люди друг против друга будут говорить, да, друг друга выдавать, подноготни выкладывать. Такой еще момент показан. У вас прям ужас, я вижу, ужас. Люди как монстры, да? Те, кто вас окружают, окажутся монстрами для вас. Но с другой стороны, вы сильный человек, вы найдете в себе силы простить этих людей. Простить, но вот так, как раньше, уже доверять никому не будете. И это правильный момент. Да? Нельзя слепо доверять, потому что каждый может обмануть по разным причинам. Разные причины людей толкают на обман. Но у вас прям четко показано, что обмана очень много было. Кстати, еще туманы могут показать и заблуждение, самозаблуждение, да, когда вы себя убеждали в чем-то, да, что вот у меня нет выхода, я должна терпеть, я должна ждать, я ничего не могу сделать. Вот как убеждали себя в неправильном. Но туман разойдется, вы всю правду узнаете. И про себя, и про других узнаете. Не останется больше тайн.
ни в вашей жизни, ни вокруг вашей жизни, ни у вас в голове тайн не останется. Еще вот мне идет, что какая-то информация от вас была просто, ну не то чтобы скрыта, а как недоступна вам. Недоступна, вас не пускали туда. Может быть, душа не была готова принять эту информацию, может быть, ментально вы еще до этого не дошли. Какая-то недоступная информация вам откроется. И эта информация, она на вес золота. Эта информация способна изменить вашу жизнь в кратчайший срок к лучшему. Может быть, это как-то связано с доходами, с ресурсами, со здоровьем может быть связано. Может, вы чем-то больны, у вас плохое самочувствие, а врачи руками разводят, либо ставят какие-то нелепые диагнозы, назначают вам нелепое лечение, которое прям совсем не помогает, либо ухудшает даже ситуацию. Может быть, это было. Может быть, вы человек, способный, не знаю, зарабатывать миллионы и миллиарды, но от вас было скрыто, где, на чем, в чем вы можете заработать. Да? Вот это может раскроется. Может быть, рядом с вами есть тот, кто вам по судьбе, а у вас глаз его не воспринимал. Да? Вам казалось, что этот человек вами не интересуется, что у человека совершенно другие интересы в жизни. Вот не видели вы, как человек вам тянется. Да? Этот человек вас самой счастливой, либо самым счастливым сделает, если смотрит меня мужчина. Но вот недоступно. Может, кстати, из-за негатива было недоступно. Ведь негатив, он останавливает человека, как замораживает в одной точке, как на паузу жизнь ставит. У кого-то и такое могло быть. Вообще, я также вижу, что очень много зависти к вам. И самое ужасное в этом, то, что завидуют по большей части близкие люди. Не чужие какие-то люди, которые далеко от вас находятся, да, с кем вы мало общаетесь, а именно близкие. Те, кому доверяли, те, на кого надеялись, те, на кого смотрите с улыбкой. Вот эти люди завидуют. Ну а когда такие близкие, родные завидуют, это просто ужасно. Это отравляет жизнь, это портит жизнь. Понимаете, вам могут давать бестолковые советы, либо наоборот вредоносные советы. Потому что человеку просто невыносима мысль, что вы чего-то добьетесь, что вы хорошо себя будете чувствовать, что у вас будет хорошая жизнь. Вот ревность еще у кого-то могла быть, да, очень сильно вот ревновали к вашим успехам, к вашим возможностям, к вашим способностям, да, ревность могла быть. Свои, не чужие, с левой стороны. От этих людей вы никогда этого не ждали. Вам и в голову не приходило, что эти люди могут либо завидовать, либо ревновать. Но так оно и было. Так, мои хорошие женщины, девушки, к вам обращаюсь. Кто суженого потерял, заждался суженого? Видите, мужчина в лодочке плывет в вашу сторону, якорь на себе везет. Якорь такой необычный. У вас знакомство будет с этим мужчиной, у кого-то в интернете, у кого-то вот прям на улице познакомитесь, у кого-то добрые люди познакомят. Только вот мне идет, что мужчина-то вас узнает, а вы как-то не сильно его узнаете. Либо сами себя можете от него отговаривать. Сразу хочу сказать, что мужчина очень хорош собой. Такой прям, знаете, аж лощеный весь. И вы будете на него смотреть и думать, да ну как так, да, ну не может он обратить на меня внимание, я ведь не молода, либо у меня там фигура не идеальная, у меня там волосы не длинные, не шикарные, у меня там то, у меня там все, у меня ребенок, у меня там паспорт, да, возраст в паспорте. В общем, сами себя можете от него отговаривать. Вам этого делать нельзя. Мужчина, конечно, сильная личность, но как против вашей воли понятно, что он замуж вас не заберет. Вот, дайте себе шанс на счастье. Вот идет знакомство по судьбе, так знакомьтесь, общайтесь. Не думайте о том, что там будет дальше за горизонтом. Жизнь и судьба сама покажет. И еще вот у кого-то отыграется, поскольку у нас фрагмент с правой стороны, что, возможно, вы этого мужчину уже знаете. Возможно, с этим мужчиной у вас уже что-то было, либо были попытки создать отношения, семью, любовь.
но вот кто-то помешал, либо вы в тот момент оба были не готовы к тому, чтобы войти в серьезные отношения, чтобы сохранить отношения, чтобы создать семью, поддержать семью. У кого-то еще и так идет. Но вот мужчина мне идет прям в лодке, врывается в вашу жизнь этим якорем, очень серьезно настроен, очень серьезные отношения вам предлагает. Не испугайтесь, и его не вспугните, и сами от него не откажитесь. Это очень важно, просто невероятно важно. Дальше, мои хорошие, работа, скорее всего. Как будто бы вы какой-то атлант, титан, да, на ваших плечах, прям огромный объем работы. Я так понимаю, что вы не только вот работаете где-то вот в офисе, на производстве, вы еще и там домашнюю работу делаете. А если вы не работаете официально, но вы тогда все по дому делаете, да, очень большой объем работы переделываете каждый день. Очень тяжело, большая нагрузка, которая просто вот с ног сбивает, да, ноги подкашиваются от усталости, и спина ломается сразу в нескольких местах, потому что очень тяжело, очень много забот, очень много мыслей, переживаний, действий, физически сложных действий, да, когда вот там тяжелое что-то отодвинуть, передвинуть, намыть, очистить, да, вот такие еще моменты могут быть. Может, вы еще за кем-то ухаживаете, да. Тяжелая ситуация, но я вижу, что выход из этого есть, и этот выход вы должны сами для себя найти. Смотрите, как там в фильме старом было, да, работа не волк, в лес не убежит. Начните делегировать, начните восстанавливать очередность более важного и менее важного. Я понимаю, что вы очень обязательный человек, и вам все нужно вот прям до идеала довести и прямо сейчас, да? Но это неправильный подход, и из-за этого так тяжело. На работе то же самое. Пора начать говорить о том, что ваши должностные обязанности слишком сильно преувеличены, раздуты, что либо помощникам не давайте, либо половину с меня списывайте. Да? Я не могу столько делать за такую зарплату, это ненормально. Да, есть же всякие там эти профсоюзы, либо организации, которые по защите сотрудников, работников, да. Начните бороться за свое светлое будущее, начните как-то вот с себя это скидывать. Пусть не все сразу, но по чуть-чуть. У вас получится. Эти перемены вы сами должны для себя начать. Что ждет вас в ближайшее время, так это осознание того, что если так дальше жить, так много на себе тащить, то вы просто скоро сотретесь, да, и перестанете существовать. То есть настолько сильная нагрузка, она, понимаете, любого может отправить к праотцам. А вы у себя одна, вы у себя один. Так нельзя много работать, как вы. Чрезмерная нагрузка идет. Дальше, мои хорошие, здесь вот про деньги показано. Деньги, зацепиться. Будет возможность зацепиться за какой-то заработок. Я не могу сказать, это бизнес, это какая-то подработка, либо это какая-то основная работа, но вы можете зацепиться. Здесь деньги люди зарабатывают большие, больше, чем в среднем, да, там, где вы живете. Но какой-то бизнес такой, либо дело такое, вот не всем оно подходит, либо не все могут выполнять. А вот вы идеальный кандидат для этой работы. И эта работа буквально у вас вот где-то уже за спиной находится. То ли вам будут предлагать, то ли вы где-то увидите, услышите. Может быть, кто-то из друзей поделится. Обязательно попробуйте. Вот я вижу, что вам главное зацепиться. Если вы зацепитесь, дальше будет и лучше, и больше, и прям как попрет, да? Фу-фу-фу, попрет. Зацепиться надо. Нельзя бояться. Вот скинете с себя половину обязанностей, сможете зацепиться за что-то очень денежное. Денежное, да, вот именно деньги приносят хорошие деньги, больше, чем в среднем вот человек зарабатывает там за 8-часовую смену, да, либо за 8-часовой рабочий день. Хотя, наверное, люди и не 8 часов работают, а гораздо больше. Да, вот можно зацепиться, не упустите эту возможность.
мужчину еще показывают. Мужчина, который очень много обещает, но язык же он без костей, да, бесконечно можно им как помелом махать. У мужчины всегда расходятся слова с действиями. И он всегда может себя оправдать. И оправдывает себя так мастерски, вот хоть стой аплодируй, да, вот ну, какой молодец, какой артист, давайте Оскара ему. Знаете, этот мужчина, он вас обманывает и даже глазом не моргает. При этом я вижу, что этого мужчину тоже скоро кто-то очень сильно обманет. И вот тогда у мужчины как пазл сложится. Он начнет понимать, что его жизнь, она вообще вся построена на обмане, что все, что он делает, против него оборачивается. И еще у кого-то отыграется, что до мужчины дойдет, что когда он вам боль причиняет, либо обижает вас, либо вот этот обман себе позволяет, у него прям как запускается маховик неудач. Вот, и его туда прям втягивает и прокручивает. Вот очередная такая ситуация, он вам что-то пообещает, либо обманет, не сделает, и тут его очень сильно обманут. И вот тогда он все поймет. Этот мужчина, он исправится. Я не могу сказать, что сразу, одним днем, да, случится чудо, и он уже там не врет, не обманывает. Нет, это будет постепенно. Но он всем сердцем будет стремиться к тому, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. На ваших глазах этот мужчина из обманщика превратится в порядочного и честного человека. Еще тут какой-то момент веры показан, как поверит, что ли. Может быть, он слабо верующий, либо вообще неверующий. А тут вот прям потянется к вере, либо веру примет всем сердцем. Вот станет верующим человеком, не будет больше обманывать. Либо не в таких объемах и масштабах, а со временем вообще перестанет обманывать. Превратится в образец честности и порядочности. Да, еще удивит вас этот мужчина. Это уже происходит. Он уже там сопоставляет, параллели проводит. Но вот когда еще один большой обман случится, вот тогда до него окончательно дойдет, и он примет решение менять свою жизнь, менять свое отношение и уходить из этого обмана, из этой лжи. Смотрите, у кого-то это муж, у кого-то это парень, у кого-то это сын, внук, брат, отец, может быть, да, вот какой-то мужчина, не чужой вам, сразу говорю, потому что вот этот его обман вам очень болел в сердце, да, вы думали, да как так, да сколько можно, да зачем ты меня обманываешь, что за дела, вот что с тобой делать, перестанет обманывать. Так, еще 2 птички, смотрите, какие красивые, сели гнездышко ведь, очень хороший знак. Но это личное счастье приближается. У кого-то еще по этому знаку жилье идет, да, потому что 2 птички, они сели ведь гнездо, создают свой уголок, создают себе домик, да, либо въезжают в новый домик и его там приводят в порядок. Опять же, вы разные. У кого-то были проблемы с тем, чтобы пару найти, у кого-то были проблемы, чтобы с этой парой объединиться, у кого-то были проблемы, что жить негде. Да, вы уже пара, семья, но жить вам негде. Вот оно, ваше гнездышко, прям по линии судьбы вам лежит это гнездышко. Вот события уже рядом у вас. Обрести своего человека. Тут у нас показано, что едет к вам. И еще и гнездышко. Хороший знак. Одна птичка в гнездышке сидит, да, а другая постоянно прилетает и улетает. Кто-то один из вас больше времени дома будет проводить, либо дома работать, а другой будет приходить и уходить. Да? Больше будет работать в другом месте, например. Либо у человека работа такая разъездная, да, то приезжают, то уезжают. Но гнездышко — место силы, уютное, такое прям светлое, теплое. Там хорошо будет. Видите, вот тут дятел показан. Вот он на чужое дерево садится. Этот дятел очень много вам неприятностей доставил. Дятлы могут показать и человека очень неприятного, который вот реально мозг выносил, либо создавал проблемы, либо какую-то ситуацию, которая весь мозг вам проела, да, и вы ничего не могли с ней поделать. Видите, перелетает этот дятел и садится на чужое дерево. А вы с восторгом, с радостью наблюдаете эту картину.
Мне вот кажется, что этого дятла к вам подослали, да, засланный казачок. Возможно, кто-то навел этого дятла на вас, ну, либо кто-то, кто мог вам помочь, но не помогал. И наслаждался тем, что вы страдаете, тем, что вы мучаетесь. Ну, высшие силы, у них с юмором все хорошо, я так понимаю, да. Решили они плохого человека наказать его же задумкой. Теперь дятел прилетит к тому, либо к той, кто на вас этого дятла навел. Вот прям прислушивайтесь, кто начнет жаловаться на такую же проблему, как у вас была, либо на того же человека, кто вас доставал, донимал. Знаете, что это вот ваш враг. Это тот, кто на вас навел. Ну, перелетает, все, уже взялся за другое дерево. Так тому и быть. Так, еще, мои хорошие. Жизнь у кого-то очень, как не одинокая, как сказать, вы мало где бываете, да, вы больше времени там проводите в 4 стенах, либо у вас жизнь такая, что вот дом, работа, дом, ну максимум там еще магазин забежала, да, ну как вот застой, можно сказать, да, в жизни. У вас жизнь будет меняться, у вас какие-то интересы появятся, и интересы, и интересные люди, и вы в разных местах начнете бывать. Сначала вам будет тяжело, может быть, потому что дело в привычке, да, вы привыкли жить в 4 стенах, а может быть, тут еще как-то вот, ну, нервная система задействована, может быть, вы отвыкли, да, от красоты жизни, от яркости жизни, от общения с людьми. Ну а потом прям втянетесь, и уже дома вас как не застанешь, да, либо это редкий момент, когда вы находитесь дома. У вас очень много дорог, и дороги у вас все светлые. И в светлые места идете, к светлым людям пойдете. Ну, может быть, потому что вы так долго жили под тучами и в тумане, вам сложно будет из этого выходить, но при этом вы свои дороги найдете. У вас явно расширится круг общения, круг интересов, и очень много ярких событий в вашей жизни будет. Мероприятия, активность, друзья, общение, там, театры. Очень много интересного будет. И вы, кстати, очень поменяетесь. Вы как тело подтянется, скорее всего, из-за того, что у вас активность растет. И еще я вижу, что мысли как-то по-другому у вас будут идти, думать о другом будете. Меньше какого-то пессимизма, негатива, больше позитива и надежды у вас будет. Хороший знак. Так, еще одна перемена, которая касается заботы. Вы всю жизнь о ком-то заботились. Вот прям всю жизнь. Даже ребенком были, о ком-то заботились. Может быть, о младшем, там, брате, сестре. Может быть, там, животное у вас было домашнее. Вот, как постоянно заботились. Выросли, все равно продолжаете о всех заботиться. А теперь кто-то захочет позаботиться о вас. Причем, опять же, вы все разные. У кого-то забота на расстоянии будет. Ну, то есть вы не видитесь каждый день, но человек о вас заботится на расстоянии. Вы это понимаете, вы это ощущаете, вы это видите. У кого-то забота вот прям повсеместная. Да? Человек рядом и постоянно о вас заботится. И вы в какие-то моменты ощущаете себя буквально как будто бы вы маленький ребенок, у которого няня есть, да? Добрая фея крестная. Ну, что есть, то есть. Вам, конечно, сложно будет привыкнуть, либо в какие-то моменты прям придется делать усилия, чтобы принимать эту заботу. Но к хорошему привыкаешь быстро, и вы быстро привыкнете. И я вам так скажу, тот, кто начнет о вас заботиться, будет о вас заботиться, прям уже там, всю жизнь. Всю жизнь, да. Вы это заслужили, вы этого достойны. Заботились вы о ком-то, теперь заботятся о вас. Вот хороший знак. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.